Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». И сегодня я нахожусь в гостях в творческой студии «Истин». И рядом со мной находится ее основатель, это Полина. Полина, здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Но мы не первый раз у вас в гостях, да, и хотелось бы узнать, что сегодня мы будем делать. А сегодня мы будем делать в технике флюид-арта, жидкого акрила. Мы будем заливать такого трендового мишку. Ну, я думаю, многие телезрители, наверное, видели уже, да? Это такой предмет интерьера, который действительно создает такой определенный образ того или иного помещения, да, потому что от того, каким он будет цветом. Да, зависит только от нас, как бы. Мы сейчас будем заливать. Какой ваш любимый цвет, Даша? Так, ну я не знаю, у меня, наверное, нет любимого цвета, но почему-то хочется желтый сегодня. Да, давайте. Так, тогда для начала нужно выбрать цвет, правильно? Да, сначала нужно выбрать цвет, какой вы. Так, сегодня я буду заливать. Давайте красным я буду. У вас желтый жжет. Да, давайте я буду заливать еще белым. То есть надо несколько цветов? Да, можно несколько цветов выбрать. Ну, 3 основных пусть будет, да? 3 основных. Вот это будет сливаться или нет? Да, вот желтый, вот лимонный и обычный желтый, они будут чуть-чуть сливаться, нужно выбрать чуть-чуть другой цвет, я тогда возьму вот такой желтый, или он не настолько насыщенный. При выборе цвета здесь должны быть какие-то правила, допустим, чтобы... Ну, чтобы они не сливались, то есть если лимонный и желтый, они будут чуть-чуть сливаться, да. Можно взять, кстати, вот красный с желтым, да, они сочетаются, и к нему либо черный, либо белый, да. Белый, вот, да, давайте белый. То есть 3 цвета надо? Ага, 3 цвета. Или можно 2 цветами сразу обойтись, да. Ну, я буду заливать вот красным, зеленым и белым. У вас белый, желтый и красный. Все. Полина, а для кого предназначен этот мастер-класс? Мы все-таки говорим о какой аудитории? Это дети или это уже и взрослые в том числе? Ну, можно так, и детям, и взрослым, но дети такое обожают вообще. Вот все это трогать, измазюкиваться, заливать. Ну, то есть пачкаться? Да, пачкаться дети очень любят, да. Ну и взрослые тоже у меня вообще... Я тоже люблю как бы пачкаться. У меня детский восторг от всего от этого, то, что взрослые тоже могут прийти. То есть вы понимаете, да, о том, что творчество, оно у нас бывает разным, но зачастую ведь это кропотливая работа, это вот если ты рисуешь, ну, картины, как здесь, да, то там нужно каждый мазок продумывать, там, да, и права на ошибку нет. В этом случае, я думаю, сейчас вы сами станете свидетелями, что возможно все. И даже ошибочка будет, наоборот, изюминкой. Да, наоборот, это будет выглядеть еще ярче, еще как творческий, еще этот... Ну и приступаем. Но для начала мы берем уже готовую, да, форму. Вот это мишка. Да. Ну, пластик. Пластик это, да, обычный пластик. Можно в любую другую игрушку как бы залить. У нас скоро будут, кстати, новинка лабубу, вот, трендовые детям, да. И мы будем заливать такой сегодня еще и брелочек к нему. То есть у нас вот такие пары будут. Итак, брелочки и, собственно, сам тедди. Что нам еще потребуется для этого? Нам нужен клей ПВА, да. Я вот еще чуть-чуть залила. Так. Вот такой клей? Вот такой клей, да. Я могу вам еще добавить, если по желанию, сколько мы будем добавлять, да. То есть это основа, да? Да, это основа. Ну, то есть флюид-арт – это жидкий акрил, называется в прямом переводе. Флюид? Флюид-арт, да. Знаете, вот я, если честно, этих медвежат-то видела на различных локациях, но даже не подразумевала о том, что это можно сделать самим. Но я думала, что они идут фабричные, вот с такими интересными разводами. Я думала, что это все делается где-то на заводах. А оказывается, это все ручная работа. Все. К нашему клею мы чуть-чуть добавляем воду, чтобы разбавить. Так, чуть-чуть. И вам тоже чуть-чуть. Палочкой будем ее размешивать. Чтобы пожиже был, да? Да. Она должна быть в консистенции, как жидкая сметана. Есть сметана. Сливки, либо как. Ну, клей ПВА сегодня доступен многим, да? Да, и он, кстати, есть. намного обычно, если брать маленькие бутыльки, мне казалось, что он намного жиже. Да, клей различается. Вот это, у нас это строительный клей получается обычный. Он во всех магазинах есть. Так. Размешиваем, чтобы она была однородной с водой. Да. Можно вот так проверить, да? Мы ее будем заливать, она должна быть тянущейся. Да, тянущейся. А если сделать слишком жидкой? Если слишком жидкой, то она не склеится, то есть она не зафиксируется. Она вся стечет, получается. Получается лучше гуще или? Лучше гуще. Лучше гуще.
Так, все. Готово? Да. Все. Так, передвигаем наши Так. мишки чуть-чуть себе вперед. Чуть-чуть вперед стоять. Они стоят, можно повернуть голову, ручки, ножки, можно вот так, как угодно. Стоять. Так, Так, хорошо. берем. Еще один так, стаканчик. Да. Если у нас 3 основных цвета, то у нас будет 3 стакана, получается. Вот так вот. Мы распределяем основной цвет, который у нас будет. Основной здесь, допустим, вот фиолетовый, и сверху вот Разводы. разводы. То есть у нас какой-то один цвет должен быть основным. У меня будет желтый. Да, и клей должен быть чуть побольше там. Все, Мы разделяем клей, да? Да, разделяем клей. Палочку сюда поставить. И делим на 3 секции. В принципе, вот такого одного стаканчика на одного тедди достаточно будет. Да, достаточно будет. Так, большая часть это на основной цвет. И потом на полоски, да, разводы. Так, берем нашу краску основную и заливаем на клей. Как все это приятно, знаете, чувствуешь немножечко себя и художником, и каким-то химиком, да, как будто Да. бы сейчас должно произойти какой-то вау-эффект, какая-то реакция. Все, берем нашу краску. Основной. Много Основную. надо? Да, много надо. Ничего страшного, если много. Чем больше, тем она будет ярче. Тем она будет насыщеннее. Вот, можете посмотреть. И ее замешиваем вот так вот. Ну, не прям уж много, относительно там немного капелек, но клей уже полностью приобрел яркий цвет. Вот. Но- Можете еще добавить, так как клей, он завтра высохнет, да, и останется только краска. Так. Заливаем. А почему мы не могли просто кистью нанести краску? Можно кистью тоже нанести, можно его отдельно покрасить, как бы, да. Сейчас это у нас в технике флюид-арта, вот жидкого акрила. Поэтому нам нужен жидкий Да. акрил, ну, собственно, да? По желанию можно кистью вот так покрасить. Так, берем. Так, покрасили. Такие сочные цвета. Да. Это обыкновенная акриловая краска, если что. Не гуашь. Ни в коем случае не гуашь, да? Так, берем второй, ну и размешиваем остальные цвета. Вот так. Желтый был. Красно-белый это нормальное сочетание, потому что у человека, который далек от творчества, Нет, нормальное сочетание, да. Обычно те, кто приходит на мастер-класс, они заливают свои любимые цвета. Конечно, есть вот те цвета, которые не сочетаются, да, но даже несочетаемое можно как-то обыграть, да. Это какая краска красная, да? Вот белую нужно, вот так как клей сам белый, да, нужно побольше добавлять, так как не видно, схватилась краска или нет. Когда размешиваешь. белого надо побольше. Опять же, возвращаясь вновь к нашей любимой теме обсуждения на мастер-классах, когда мы делаем что-то вот подобное, да, всегда мы говорим о том, что это антистресс. Да, что арт-терапия. это арт-терапия. Да. Назовите как хотите, но в любом случае этот процесс не может оставить вас равнодушным, потому что, не каждый день занимаешься такими вещами, но если вдруг в детстве не успел этим насладиться, можно и во взрослом возрасте наверстать упущенное. Собственно, прийти и почувствовать себя творцом. Вот я, например, ощущаю себя именно так. И беленькую краску, да? Да, беленького чуть побольше, потому что клей сам белый, и чуть-чуть не видно. Кстати, очень любят к нам в нашу студию приходить родители с детьми. То есть и так можно? И так можно прийти, да, то, что не обязательно отдельно там только дети приходят, да, или отдельно только взрослые. Можно прийти со своими детьми, вот так, насладиться. Теоретически такого процессом. медвежонка будет интересно залить и маме, и бабушке, и дедушке, и внуку. Да. Провести время с семьей, да? Так. Достаточно быстро размешивается клей, да? Да, просто до однородности. Можно еще тут замешать 2 цвета, да? Тогда там выйдет совсем по-другому. Все, мы закончили размешивать. Сейчас заливаем наш основной цвет. У вас основной цвет был желтый, да.
И все, теперь самый приятный момент, да? Это мы. Аж страшно, мне страшно. Да, самый приятный момент. Сейчас мы будем это все. Прям вот так на Прям вот макушку? так, да. И Так, сначала она- вы, а потом я, Полина. Да. И наш Наша третий мишка. приобретает уже какой-то облик. Да. Сейчас и заливаю уже сразу. Сразу же? Сразу же, да, чтобы был. Так, вот. Мамочки. Можно по очереди, чтобы у нас был эффект мрамора, да, чуть-чуть. И вот чуть-чуть белого. Мгм. Так, давайте вы дашь. Все так. Мне кажется, ну вот здесь, кстати говоря, права на ошибку уже нет. Вот как пойдет, так пойдет. Да. Итак, на макушечку. Мой медвежонок, давай. Так. Не все выливаю, да? Да, не все. Оставьте чуть-чуть, чтобы по очереди этот. Скажите, когда все или нет? Не лить. Не бойтесь. А вдруг не хватит? Не, если не хватит, у нас еще есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Но здесь никакой стратегии нет, да? Просто Да. лей да лей. Да, и вот можно вот прям взять руками, да, мишку вот так вот, да. Ай! И прям вот так вот по лицу, по ушкам. И почувствуйте вот краску, вот так вот потрогайте. Так, подожди, я пока на первом этапе, Да. это вот... Ой, мамочки. Мы можем его перевернуть вот так вот, да. Я пока на втором этапе, руки как будто бы дрожат, кажется, что сейчас произойдет что-то непоправимое. На самом деле, в принципе, я думаю, что-то из этого выйти-то должно. Так, Мгм. И и третий. теперь третья краска. Торопиться не надо или лучше поторопиться? Он же не высохнет. Не, он так бы, он сутки сохнет. Да, и все, пусть стекает. Так, давайте чуть-чуть по лицу. Вот, вот сюда. Прям вот так. Да, прям мы берем, и можно вот так перевернуть, да? Вот мы перевернули, да? И можно еще вот так лить по телу, да? Сейчас у нас лицо схватилось, да? Можем вот так вот. И берем прям руками. Никогда не думала, что вот такие очень достаточно необычные Да. ощущения можно испытать просто от того, что ты заливаешь этого мишку. Так, вы сказали вот прям вот так по лицу. Один раз надо, Да, один раз можно. Ну вот там, где вот не схватилось, да, там, где краски не хватило, вот по краям. Простите, извините. Можно прям вот так брать, да? И прям вот так вот. Приятное ощущение? Вообще, вы не представляете. Посмотрите, я просто чувствую себя художником высшего класса. Давай, давай. Ну, неохота сильно-то перемешать цвета, нет? Хочется же соблюдать все-таки Да. какие-то рисунки. И у каждого выходит своя индивидуальная мишка, неповторимая. Какое прекрасное ощущение, знаете, чувствуешь себя реально творцом. Так, и вот мы хотим залить, да, еще сюда. В конце мы должны залить так, чтобы не было видно отпечатков вот пальцев, перчаток. То есть вот так ему, и вот так ему, и вот так, и еще. Неужели вот что-то такое, знаете, хаотичное, что-то такое даже немножко, ну, грязная работа здесь, а вызывает столько эмоций? Прям детская радость, да? Да, Всегда да, хотелось вот так прям потрогать, Это, знаете, вот как попачкаться. есть мечта всегда по луже бегать. Вот Да. это примерно то же самое сейчас. Своеобразные такие чувства, да? Когда просто вот хочется сделать не очень такие привычные вещи. Просто залить все краской, а потом вот так вот взять и вот так проводить.
принципе, наш эфир Да. подошел к концу. Вот с такими грязными ручками, с такой грязной рабочей зоной, но с потрясающе красивыми медведями мы завершаем этот мастер-класс. Ничего здесь сложного Нет, нет. да. Но зато это Какой результат, да? результат. Это индивидуальная работа, таких разводов повторить не сможет никто. То есть этот мишка, возможно, будет радовать вас долгие годы. Хочется еще как будто бы что-то добавить, но ты понимаешь о том, что, в принципе, еще же будет растекаться все это дело, да? Значит, Ну, будет сохнуть. хочется еще что-то добавить. И сколько должно высыхать это все? Это клей сохнет сутки. Сутки. Вы забираете вот завтра, да? А через сутки уже будет виден финальный результат, Да, да? оно подсохнет и вот примерно как вот так будет. Мы еще можем добавить поталь по красоте, если золотистое что-то хотим добавить. Да? Ну, давайте попробуем поталь, пусть и золото будет на наших мишках. Творческий беспорядок продолжается, и следующий этап у нас. Мы будем красить поталью. Вот такие красавцы у нас получились. Напоминаю вам о том, что эта техника называется. Fleet Art, жидкий акрил. Все очень просто. Чем хаотичнее ваше движение, чем как-то немножечко даже, я бы сказала, сумбурно как-то все это происходит, тем и интереснее. Ну и вот сутки мы ждем, пока остынет наш клей, ну и потом получим вот таких замечательных ребят, которые будут украшать, мне кажется, любой интерьер. Попробуйте подобный мастер-класс, это действительно интересно, это увлекательно. Даже, я бы сказала, немножечко окунуло меня в какие-то детские мечты. Да. Да? Мечты вот взять все, замазать, размазать, запачкать и получить от этого эмоции. Спасибо большое, Полина. Спасибо тебе, Даша. Ага. Ну, Было здорово. очень, да, было очень приятно и весело, скажем, да. Ага. Творите, пробуйте, ищите себя в различных видах искусства, творчества, потому что действительно это окрыляет и это дает нам возможность отдохнуть от ежедневной рутины.